Изначально идеей улучшить санитарное и экологическое состояние реки Сакмар выступил постоянный читатель региональной газеты «Атайсал» Файзрахман Усманов. В последующем эта идея нашла поддержку у редакции печатного издания и была включена в повестку дня Всероссийской научно-практической конференции «Башкортостан. Территория роста. Предпринимательство, экология, язык и культура», которая прошла в марте этого года в стенах Сибайского института БГУ. Идею подхватили на уровне глав и общественности Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского и Хайбульского районов. Поддержку оказало и Министерство природопользования и экологии республики. Первыми за работу взялись абзелиловцы. 4 мая мы провели большой субботник возле деревни Ахметова. Оттуда начинается река Сакмар, истоки оттуда. Мы уделяем большое внимание к этой акции, потому что реки, озерам таким надо внимание, тем более этот год экологии. На днях в торжественной обстановке эстафету приняли баймакцы. В рамках акции представители районов заложили памятный сквер из 25 елей. Как было отмечено, жители прибрежной Сакмарской зоны, не дожидаясь официального старта, уже начали работу по ее расчистке. Мало того, в поддержку акции жители поселений, расположенных вдоль рек Ургаза и Таналык, также заявили об аналогичных экологических маршах. Так получилось, что река Сакмар у нас является местом отдыха горожан, сельчан. И на реку Сакмар не влияют промышленные объекты. Излюбленное место, основная цель нашей акции – это пропаганда бережного отношения к природе, к водному объекту, повышение экологической культуры и сознательности среди населения, среди отдыхающих, среди туристов. Я думаю, что эту акцию поддержат с удовольствием все и надеемся на масштабную акцию. По итогам акции самые активные ее участники будут награждены. Немаловажный факт – эстафету готовы принять и жители Оренбуржья. Река Сакмар берет свое начало на склоне горного хребта Уралтау, проходит путь в 798 километров и вблизи Оренбурга впадает в реку Урал. По одной из версий, ее название означает «овечья река», и это не случайно. Раньше по берегам реки паслись стада овец-кочевников. Этому благоприятствовали отличные пастбища и наличие водопоя. Кстати, подобная экологическая акция в новом тысячелетии проводится не впервые. В 2004 году представители 4 районных газет и республиканского Ешлека в рамках журналистской акции «За чистый Сакмар» совершили марш-бросок от истока реки до Кувандыка. Ляна Кириллова, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова.